Общая площадь пашни Чистопольского района более 110 тысяч гектаров. В основном здесь сажают пшеницу, ячмень, рапс. В этом году впервые в промышленных масштабах решили посадить и картофель. Все для того, чтобы на столе у жителей района была своя картошка. Прошлый сезон показал, спрос на овощи в стране значительно вырос. Погода радует, слава богу. Но посевного небольшое. Сейчас в районах разгар посевной, поэтому на разговор с президентом отлучаются буквально на полчаса. На встрече с аграриями рассказывают, Чистополь перешел экватор весенне-полевых работ. Почти 70% уже посеяно. Сегодня мы сеем и технические культуры, и яровые культуры засеваем. Энергонасыщенность, обеспеченность хорошая, работаем 2 смены. Как только получается возможность, сразу выходим. Нам буквально неделю нужно, чтобы закончить всю посевную. Новые экономические условия на посевной не отразились. С покупкой семян, удобрений, техники, запчастей проблем не возникло. Была активная подготовка к весенне-полевым работам. Очень много работает в районе импортной техники. Есть такие инвесторы, где очень много импортной техники, но те запасные части, которые требовались для восстановления техники у дилеров на складе в полной мере имелись, и таких основных проблем по восстановлению техники не возникало. Изменения произошли и в животноводстве. Поголовье коров, а их в районе насчитывалось около 8 тысяч, сократили. Так решили отсечь больных животных и поголовье, которое давало мало молока. 600 голов они обязуются в этом году восстановить, и на следующий год еще 200 голов, у них будет 800 голов. У них было 2000, но они уходят на 800. Но правда у них продуктивность была, как коза дает. Согласовали между муниципалитетом, нами. Да, к концу года у них есть определенные обещанные планы поголовья увеличить. Будем ежеквартально отслеживать. В районе развивают животноводческие комплексы. Так в деревне Кызыл-Елан инвестор реконструировал старую ферму. Построены новые корпуса для 1000 коров, создано более 100 рабочих мест. Телочный комплекс районный. А после этого он пришел в упадок. Все развалилось, ничего здесь не было. Считай, одни развалины стояли. Вот он все это восстановил и пустил в дело. Зарплату вовремя, в конце. Месяц закрываем, и 5-6 числа месяц уже зарплату получаем. Рустам Миниханов пожелал аграриям успешно завершить посевную и планомерно решать все возникающие вопросы. Хорошего года, времена такие непростые, но ничего. Пока экономика держится, и КАМАЗ работает, хотя уже пока делаем переводы, и нефтяники пока держатся, нефтехимики. Ну и главное вы, самое главное у вас, чтобы все было хорошо. Также Рустам Миниханов осмотрел индустриальный парк Чистополя. Промплощадка успешно развивается. Помогают льготы территории опережающего развития. Здравствуйте, Руслан Маргалевич. Авиационные изделия системы. Местные производители в партнерстве с КАМАЗом начали выпускать мобильные телемедицинские флюорографические комплексы. Анализы помогает делать искусственный интеллект. Все технологии отечественные. Заказы уже поступают из разных регионов страны. Санкции не чувствуем, потому что мы как будто предчувствовали, что будет такая ситуация. Мы с самого начала поставили себе задачу все делать на своем оборудовании, на отечественном. И фактически мы здесь не прогадали, а только выиграли. За минувший год 13 компаний индустриального парка выпустили продукции на 4 миллиарда рублей. В новых экономических условиях производство продолжают работать, увеличивая численность сотрудников. В связи с санкциями именно нехватка сырья получается. Но на данный момент это все решается, компенсируется. Также у нас недавно приезжали Министерство экономики, делегация. И, в принципе, в диалоге все решается, все вопросы. Чистополь является моногородом и подают заявки на займы под 0%, да, уже есть одобренные заявки у некоторых резидентов. Как отметил Рустам Миниханов, руководство республики и страны будет оказывать всевозможную помощь. Бизнесу нужно воспользоваться всеми имеющимися мерами господдержки. Дмитрий Аринин, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Чистополь. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.